Небольшие лайфхаки, что должны облегчить службу в вооруженных силах для будущих солдат, приводит демобилизованный Султан Амхадов. Молодой человек, отслужив год в военно-космических войсках, вернулся домой осенью прошлого года. Рядовой Амхадов внес службу в Воронежской области. Смена комфортной домашней обстановки на армейскую, другой график и без родственников рядом. Многие парни, когда им исполняется 18, начинают задумываться, зачем служить в армии, необходимо ли им это. Но эти молодые люди к такому шагу готовы и сами решили сделать его, не дожидаясь повестки из военного комиссариата. شيء ده شيء شو أتربوت يا شيء سلجيت يا شيء تصدق وين بيلات خدشان ناخذ على شكور أشبه بيزباتشن في آخر تيجي. Этой осенью пополнить ряды вооруженных сил планирует и наш коллега Исрапил Богатырев. Несмотря на то, что он работает и учится параллельно, и ему положена по закону отсрочка, молодой человек решил отправиться на службу этой осенью. Армейская выучка, военный билет на руках пригодятся в будущем, уверен Исрапил. военный билет долго. Hans трашу мамиш дэнс так юхшера до 30 лет. Я их миви спризу так итшера лил хаятр я савашта дат. Так адл бол хвах безен бол шхалч матчах бол арвал от шхалч военный билет дес. Так военный билет банти дау хат веш лики ахетсу и нагасна вы бяси дах ути шушу худё. Так шушу дуады чула хазау хат веш ахтада. Армия дает возможность каждому молодому человеку понять, кто он есть на самом деле, воспитать в себе лидерские качества, а главное научиться отвечать за собственные поступки. Об этом скажет каждый, кто уже успел отслужить. Ребята после армии четко понимают, что такое порядок и дисциплина, обязательства и работа в команде. Кто такой настоящий товарищ? Я, пользуясь случаем, хотел бы посоветовать нашей молодежи, лицам призывного возраста, это от 18 до 27 лет, особенно к тем ребятам, которые ничем не занимаются. Я вот особенно в вечернее и ночное время часто поздно ухожу с работы, вижу, что у нас в городе очень много молодежи, ничем не заняты. Хотел бы обратиться в первую очередь к ним. Это военный билет, служба в вооруженных силах, и потом в последующем получение военного билета, да, получение специальности, получение специальных навыков, да, общение со своими сверстниками другой национальности, из других регионов. Да, это большой опыт, который потом в жизни пригодится. А сам этот билет – это один из ключей, который может в будущем помочь открыть ту или иную дверь, устроиться на работу. Этой осенью ряды вооруженных сил страны должны пополнить свыше 200 новобранцев из Ингушетии. Служить они будут в различных войсках на территории всей страны, кроме новых 4 регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний момент созданы все призывные комиссии. Полным ходом идет комиссия. Военные комиссариаты республики и муниципальные военные комиссариаты готовы практически на 100%. Традиционно будут служить в сухопутных войсках, военно-космических силах, также в войсках Национальной гвардии, военно-морской флот, это Северный флот. Люди идут, проблемы, конечно, не без проблем существуют, есть и уклонисты. Сейчас, так как вышел новый законопроект, подписан, штрафы увеличены, сейчас как более охотно идут люди. Первая отправка призывников запланирована 16 октября. Всего осенняя кампания в этом году будет проходить в сокращенный период. У военных комиссариатов городов и районов республики 2 месяца, чтобы выполнить поставленный наряд. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.